Как вы сказали, стройка идет. В соответствии с гражданским законодательством объекты недвижимости, они подлежат купле-продаже. И в ситуации, которая сегодня сложилась, какой выход из ситуации, если их не сегодня регулировать, то с какими проблемами мы столкнемся, знаете, и как этот вопрос решить и снять? Извините, пожалуйста, что строится? Речь идет о чем? Речь идет объекты об апартаментах. Недвижимости. Объекты недвижимости. Да, а почему это происходит? А почему это происходит? А почему речь идет? Эти апартаменты могут стать либо гостиницами, либо многоквартирными домами. Здесь никакой проблемы совершенно нет. Вы совершенно не слышите нашего основного аргумента. Непонятно, мне, честно говоря, первый тезис ваш не понял, Нателла, совершенно. Да, я понимаю, речь идет о продаже, нежилых помещений, да. Замечательно. Но в данном случае мы говорим о том, что это не простое нежилое помещение. Кстати, определения тоже у нас нет в законодательстве нормально. Речь идет о подмене понятий. Речь идет о том, что это нежилое помещение, оно должно исключительно использоваться в коммерческих целях. Тогда обяжите, пожалуйста, собственников становиться предпринимателями, чтобы они действительно в коммерческих целях использовали. Либо, я не знаю, это могут приобретать коммерческие юридические лица, либо индивидуальные предприниматели. Физические лица, ну я не знаю, там обяжите их подавать заявку на патент. В таком случае еще можно во что-то поверить. Но, опять же, с точки зрения демографии, безопасности, многих других вещей, которые тоже, с моей точки зрения, надо принимать во внимание, это нецелесообразно. Об этом, я думаю, еще надо говорить и во многих других передачах. Потому что экономический эффект это замечательно, а каким будет демографический, каким будет политический. Экономический если вы позволите, я прокомментирую. Да. Что касается купли-продажи недвижимости, этот процесс регламентирован законодательством. Этот процесс уже движется. Мы его с вами остановить или ограничить не имеем права в рамках действующего законодательства. Я вашу точку зрения по этому вопросу хочу услышать. Как мы можем сегодня ограничить то, что действующим законодательством разрешено? Конкретно под конкретных олигархов принимается. Просто открыто. Адгур Амиранович, если... Что строится апартамент? Никакие-то не Адгур Амиранович, это никоим образом так, потому что если мы с вами посмотрим проект закона, по сути проект закона, сегодня в соответствии с теми нормами, которые заложены в проекте закона, любое физическое лицо, которое на законных основаниях находится на территории Республики Абхазия, гражданин Республики Абхазия, иностранный гражданин, лицо без гражданства, который соответствует определенным требованиям и тем же ограничениям, которые предусмотрены проектом закона, может приобрести недвижимость. Замечательно. Это в том числе и гражданин Республики Абхазия. Закройте эту брешь. Можно, да, зачем, если есть какая-то брешь, эту брешь не закрывать, а наоборот делать из нее водопады и целую реку. Здесь, мне кажется, еще одна большая проблема. Мне, честно говоря, не совсем понятно, почему вот такие вот преференции в плане предоставления жилья гарантируются иностранным гражданам. Почему эта преференция существует? Потому что это, я же объяснял, речь идет о том, что эти объекты будут размещаться в лучших территориях Республики Абхазия. Уже есть эти примеры.